Как показывает отчетность о платежах, некоторые жители Назрани предпочитают увиливать от задолженностей, создавая проблемы и себе, и сотрудникам водоканала, как и в этом жилом многоквартирном доме. Большинство его жителей недоумевают, почему вопрос об оплате задают им, если они не являются собственниками. Договор оплаты шхали оплаты же хозяйки квартиры. То есть предоставить необходимый пакет документов о платежах и законном потреблении проживающие не могут. Соответственно, нельзя точно определить задолженность. В этом многоквартирном доме более 30 жилых квартир. Открыли двери специалистам только жильцы двух. Но и по этому адресу ситуация аналогичная, как и по первому. Вообще не так смысл у нас. Он что смысл? كوارتير واحد حموي ترى يا حتى راح يشوا يا دقور واحد وسقبين بس واحد وسقبين راح يبي دقور راح كوارتير حتى إذا جت كوارتير هم ولي حاس. Вести разговор и настаивать на том, что необходимо заключить договор о законном потреблении воды с такими жителями, бессмысленно. Они наотрез отказываются воспринимать слова специалистов. На такой случай решение только одно. Через суды это все будем решать. Потому что человек, когда не понимает что-то, когда мы делаем свою работу, добросовестно относимся и с уважением относимся к всем потребителям. И мы, соответственно, хотим видеть какую-то положительную реакцию нашего абонента. И если тебе он не идет навстречу, сейчас мы уже будем решать эти вопросы в судебном порядке. Также в ходе рейда сегодня сотрудники мэрии города и ГУП «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения» наведались в одно из частных предприятий. Сотрудники говорят, что не владеют информацией о платежах и попытались связаться с хозяином фирмы. Но попытки были тщетны. Показатели плательщиков за водоснабжение неутешительные. На этот период по всему региону законно потребляют коммунальный ресурс только 30% населения. Специалисты водоснабжения предупреждают, приближается летний сезон, и для того, чтобы обеспечить жителей водой, им необходимо вовремя платить за ресурс, так как ремонт и прокладка новых линий требуют определенных затрат. Если жители будут платить, конечно, мы решим эту проблему. У нас появится лишний рубль, чтобы мы их меняли. А так у нас все эти деньги уходят за электроэнергию потребляемую. Просто люди не могут понять, что у нас за месяц 45-50 миллионов рублей у нас только за электроэнергию уходит. Просто если мы сегодня с населением не будем эти деньги собирать, мы опять в банкрот уйдем. Просто некоторые говорят, что вода, это вода наш ресурс, это наш республиканский ресурс. Республиканский ресурс, надо его поднять с 200 метров глубины, его надо поднимать. И подавать его надо в сети. Вот этого не могут люди понять. На ближайший год у мэрии Назрани стоит четкая задача по улучшению водоснабжения города, а именно замена ветхих водопроводных сетей на улицах Базоркина, Барханоева, Горбек-Хаджи и Насыркордской. Мадина Цора, Магомед Дарсигов, Магаз 24.